Премьер-министр Сербии Александр Вучич прибыл в Тирану. Это первый в истории визит в Албанию главы правительства Сербии. Вучича приветствовал его коллега Эди Рама, аналогичный визит которого в Сербию в ноябре прошлого года стал первым за последние 68 лет. Отношения между двумя странами остаются напряженными после провозглашения независимости Косово в 2008 году, которую поддерживает Албания, но не признает Сербия. В Белоруссии гражданский активист Юрий Рубцов, приговоренный к принудительным работам на вредных производствах, в ходе очередного судебного заседания по его делу продемонстрировал татуировку на теле с призывом к президенту страны: «Лукашенко, уходи». Ограничение свободы он получил в прошлом году из-за неуважения к суду, после того, как появился одетым в майку с аналогичным призывом. Сейчас Рубцов проходит по делу о нарушении им условий, наложенных судом ограничений. В знак протеста против предъявленных обвинений он объявил голодовку, которая длится уже почти 50 дней. В столице Боснии Сараево готовится необычная экспозиция – полотно площадью 700 квадратных метров, которое претендует на титул самой большой в мире книги комиксов. Она носит название «В поисках могилы Александра Македонского» и стала совместным проектом французских и боснийских художников, нацеленным на пропаганду межкультурного диалога. Гигантская страница книги комиксов будет представлена 28 мая на центральном рынке Сараева. В столице Таджикистана Душанбе представители правительства страны, а также ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обсудили проблемы преступности, связанной с наркоторговлей. На Таджикистан приходится основная часть транзита наркотиков, производимых в соседнем Афганистане. Представители Афганистана заявили на состоявшейся конференции, что местные власти в их стране просто не обладают необходимыми ресурсами для того, чтобы противостоять как выращиванию опийного мака, так и вывозу наркотиков. В городе Пешавар на северо-западе Пакистана завершается предвыборная кампания. Выборы в местные законодательные органы пройдут здесь 30 мая. Для провинции Хайбер-Пахтунхва, центром которой является Пешавар, они станут первыми за последние 13 лет. Примерно на 41 тысячу депутатских мест в целом по провинции претендуют более 84 тысяч кандидатов. В канун выборов местные власти принимают особые меры безопасности.